Сотрудники Карасуйского РОВД провели рейд на рынке ОМАТ. При проверке граждане Китая предъявили кыргызские ID-карты. При этом по паспорту один из них оказался жителем Узгена Раджаповым, другой жителем Наукатского района Рахмановым. Китайцев с кыргызскими паспортами оказалось 4, но и на этом сюрпризы не закончились. Один из китайцев пользовался паспортными данными давно покойного кыргызстанца. При допросе иностранцы признались, паспорта они купили. Пакет документов, естественно, и стоил дорого. За паспорт, свидетельство о рождении одному из китайцев пришлось заплатить $2000 США. В качестве подозреваемой, которая помогла получить паспорта китайцам, задержана 57-летняя сотрудница ГРС села Джаны Базар Наукатского района. Она под домашним арестом. Все материалы по данному делу еще в прошлом месяце были переданы в суд. Один из граждан Китая, который незаконно получил паспорт, находится в СИЗО номер 5 в Аше. Мероприятие по задержанию остальных китайских граждан продолжается. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 350 «Подделка документов». Материалы переданы в суд. По неофициальным данным, только на территории Карасуйского рынка работают и проживают около 7 тысяч граждан Китая. И при этом, по данным ГРС Карасуйского района, с 2007 года ни один гражданин Китая не обращался к ним с целью получения гражданства. Я работаю здесь с 2007 года, и ни один гражданин Китая, работающий на рынке Тураталы и проживающий на территории Карасу, к нам не обращался с просьбой выдать гражданство. По закону кыргызское гражданство получают те иностранцы, которые долгое время жили в Кыргызстане на протяжении 5 лет, не нарушали закон и так далее. Но по данным некоторых НПО, многие иностранцы к цели получить гражданство идут другими окольными путями. К примеру, немало фактов было зарегистрировано, когда они просто решали жениться на наших гражданках и уже через полгода могли получить заветный документ. Официальная статистика при этом от неофициальной различается в разы. Выдачу гражданства на основе заключения браков с кыргызстанками нужно ужесточить, потому что проще простого получить гражданство, женившись на наших девушках. Зачастую молодые женщины становятся жертвами мошенничества китайцев, которые женятся на них с целью получить гражданство. К нам очень часто обращаются женщины, которых бросают с детьми китайские мужья. Они становятся матерями-одиночками. По данным милиции, незаконные факты выдачи паспортов иностранным гражданам участились. По их мнению, с тех пор, как полномочия были переданы регистрационной службе. А с последствиями всегда сложно бороться, сетуют правоохранители. Гульжан Алтмышбаева, Бекжан Тохтусунов, НТС ОШ.